Вот это место называется Девичья баня. За многие тысячелетия вода оттуда падал водопад и выбил глубокую чашу в скале. Эти горы называются Эльтиген, стекающие горы. Скалы все из известняковой породы, и поэтому многие имеют пещеры. С этим местом связана древняя татарская легенда, которую записал этнограф Маркс в начале 20 века. Он выпустил 3 сборника легенд Крыма. С селом Козы связано 5 легенд. Одна из них называется Беликли Хая Хазлар Хаммама. Девичья баня. Записал ее Маркс у древнего жителя 90-летнего Муслидин Ага. Когда-то давным-давно жители села днем уходили все на работу, а село оставалось без присмотра. В селе оставались только маленькие дети, старые люди, и обычно оставляли присматривать за селом 2-3 молодые девушки. 3 молодых девушек сидели вот где-то в этих местах и караулили село. Вдруг внезапно перед ними появилось 3 старца в запыленных одеждах, выглядящие как путники, которые прибыли издалека. Один из них был хромой, другой горбатый и 3 слепой. И вот девушки поприветствовали этих старцев, усадили на миндеры их и достали свой нехитрый завтрак. Там пенер, хлеб, виноград, и начали угощать старцев. Старцы сколько бы ни ели, а еда не кончалась. Встали старцы и поблагодарили девушек и сказали: вот вы такие добрые, нас угостили, все, и мы хотим вас отблагодарить. Мы выполним любое ваше желание. Спросили у первой девушки: у тебя какое желание? Она говорит: я собираюсь выйти замуж, а вот приданного у меня нету. Я бы хотела, чтобы у меня было приданное. Будь по-твоему, сказал горбатый, хлопнул в ладоши и сказал: придешь домой, приданное будет готово. Второй старец у второй девушки спросил: у тебя какое желание? Она говорит: ой, Хартанам такая ворчливая, мне жизни не дает, все время пилит меня, ворчит, ругается. Я бы не хотела, чтобы она такая была. Хорошо, будь по-твоему, сказал хромой, придешь домой, и бабушка будет у тебя по-другому к тебе относиться. Имя 3-й девушки осталось в преданиях, в памяти народа. Ее имя запомнили. Ферах Ханум звали 3-ю девушку. И вот спросил 3-й старец у Ферах Ханум: а у тебя есть какое-нибудь желание? Она говорит: нет, у меня все хорошо, мне ничего не надо. Ну что-то же ты хочешь, наверное? Она говорит: нет, ничего не хочу. Все есть у меня. Впрочем, я хотела бы попросить. Вот у нас в селе не хватает воды. Вот было бы хорошо, чтобы у нас по селу протекала речка. Будь по-твоему, сказал слепой старец, бросил свой посох в эти скалы, скалы раскололись, и оттуда полилась вода в водопад. И по селу начала протекать речка. Сейчас это сухое русло. Иногда в нем появляется вода, когда идут проливные дожди. Место, это Девичья баня, так и осталось. В памяти народа Ферах Ханум связывают с тем, что когда люди добрые, не злые, когда они друг к другу относятся с уважением, воды бывает много. А когда люди злые, когда они друг другу делают пакости, вода исчезает.